Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем второе собрание РМО учителей математики. Тема сегодня посвящена проектной деятельности учащихся, и мы назвали ее так. Индивидуальный итоговый проект учащегося как объект оценки метапредметных результатов. На повестке дня 3 вопроса. Первый вопрос – сущность понятия «индивидуальный итоговый проект учащегося». О нем расскажут Косолапова Светлана Васильевна и Дараева Ирина Петровна, учителя математики Выльгородской средней школы номер 2. Вопрос номер 2 – управление подготовкой и защитой проектов учащихся 9 классов. Здесь с нами поделится заместитель директора по учебной работе средней школы номер 16 города Сыктывкара Кокшарова Ольга Геннадьевна. И третьим вопросом у нас выступят практикующие учителя математики. Вопрос звучит: из опыта работы учителя по сопровождению проекта учащегося. Здесь выступят Шундукова Анна Александровна, учитель математики средней школы номер 16 города Сыктывкара, и Русанова Мария Анатольевна, учитель математики физико-математического лицея-интерната города Сыктывкара. Подчеркнем актуальность выбранной нашей темы. Программа развития универсальных учебных действий, как говорит ФГОС основного общего образования, должна быть направлена на формирование обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности, а также навыков разработки, реализации и общественной презентации результатов исследования или проекта, который направлен на решение научной, личной или социально значимой проблемы. Итак, мы переходим к первому вопросу. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы представляем Выльгородскую среднюю общеобразовательную школу номер 2. И мы раскроем немного о сущности индивидуального итогового проекта, а также расскажем, как организована работа по выполнению выпускниками индивидуального итогового проекта в нашей школе. Ну и несколько слов о роли учителя по сопровождению обучающегося при работе над проектом. Для начала мы хотим напомнить, что такое индивидуальный итоговый проект. Он представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность – учебно-познавательную, конструкторскую, художественно-творческую и иную. Целями выполнения индивидуальных проектов являются продемонстрировать способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, сформировать у обучающегося способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику, определить уровень сформированности обучающегося способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. Ну и задачами выполнения индивидуального итогового проекта являются задачи вообще, это шаги для того, чтобы достигнуть поставленной цели. Какие же шаги должен выполнить учащийся для того, чтобы достигнуть цели? То есть обучение планированию, обучаем планировать, формирование навыков сбора и обработки информации, материалов, развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление, формирование и развитие навыков публичного выступления и формирование позитивного отношения к деятельности. Проект вообще это 6П. Первое – это проблема, то есть необходима социально значимая задача, да? Исследовательская может быть задача, информационная, практическая. Следующее – это планирование. Третье – поиск информации. Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Четвертое – продукт. То есть результатом работы над проектом всегда является какой-то продукт. Это конечный результат. Портфолио и письменная часть проекта, то есть папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы и отчеты. Ну и презентация результатов проекта.
Чем же отличается проект от других видов учебной работы? Проект отличается от других видов прежде всего тем, что направлен на решение какой-то конкретной проблемы. Запомним, нет проблемы, нет проекта. Проблема должна быть решаема. Проект предполагает достижение заранее запланированного результата. Учащиеся 9 классов нашей школы, Выльгородской школы номер 2, выполняют проект в течение одного учебного года. Учащиеся 10-11 классов за 2 года обучения обязаны выполнить один итоговый проект. Проект может носить предметную, метапредметную и межпредметную направленность. Учитель-предметник определяет тематику проекта по своему предмету. Помимо этого, классные руководители или педагоги дополнительного образования, а также сами учащиеся могут выбрать тему в соответствии со своими интересами и потребностями, возможно, которые способствовали бы выбору профессии или дальнейшему образованию. Ну и вся работа над проектом заключается в следующем. Это определение проблемы и цели проекта, формулирование темы и определение типа проекта, ознакомление с критериями оценивания, планирование проектной работы, сбор необходимой информации и других материалов, создание проектного продукта, написание письменной части отчета о работе и защита проекта. Это может быть презентация проектного продукта и письменной части отчета о работе. И вот какие проблемы встречаются. Значит, здесь в этих этапах учитель, конечно же, сопровождает учащегося для того, чтобы он смог достигнуть поставленной цели. Проблемы такие встречаются. Это определение самой проблемы, постановка целей и задач, формулировка темы проекта, выбор методов и этапы работы над проектом, оформление паспорта, письменной части работы, презентации и подготовка выступления. Ну и остановимся на первых двух, наверное, самых сложных таких этапах. Это определение самой проблемы и постановки цели задач. Хорошая формулировка проблемы осуществляется по следующей схеме. Сжато характеризует ситуацию, которая требует изменений, показывает круг тех или чего оно касается, дает количественную информацию, рассматривает вопрос, который касается организационных потребностей, целей. Например, проект по математике. Существует такая проблема. Многие ребята не любят математику, считают ее трудным и скучным предметом. Это серьезная проблема. А ученик ставит перед собой вопрос, чего я хочу добиться в результате своей работы. Я хочу, чтобы изучение математики стало увлекательным для меня и моих одноклассников, чтобы изучать ее можно было с помощью современных IT-технологий. Как же правильно сформулировать цель? Цель всегда исходит из проблемы. То есть проблема, мы должны поставить такую цель, чтобы достигнуть какого-то результата, чтобы эта проблема была разрешена. Ну, например, повышение интереса к изучению математики с помощью современных IT-технологий. Тема должна сформулирована быть так, чтобы в ней можно было увидеть скрытую проблему. Например, интерактивная игра по теме решения квадратных уравнений. Какие могут быть типы проектов? Творческий, исследовательский, информационный, практикоориентированный, игровой или ролевой. И каждый тип проекта имеет свои отличительные особенности. Это проблема, цель и продукт. Например, целью практикоориентированных социальных проектов является это решение практической задачи. Исследовательского проекта – это доказательство или опровержение какой-либо гипотезы. Информационный проект – это сбор информации о каком-либо объекте или явлении. Творческий проект – целью является привлечение интереса публики к проблеме проекта. Игровой или ролевой – это представление опыта участия в решении проблемы проекта. Конечными продуктами могут быть бизнес-план, видеофильм, газета, журнал, буклет, макет, чертеж, компьютерная анимация, мультимедийный продукт и так далее. В нашей школе разработаны критерии оценки индивидуального итога проекта.
Значит, один из главных критериев, первый критерий, это способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, который состоит из поиска, отбора информации, постановки проблемы, актуальности, значимости темы, анализ хода работы, личная заинтересованность автора и полезность и востребованность продукта. Каждый критерий оценивается до 3 баллов, то есть 0, 1, 2 и 3. Второй критерий – сформированность предметных знаний и способов действий. Он состоит из следующих компонентов: соответствие выбранных способов работы, целей, содержанию проекта, глубина раскрытия темы, качество продукта, использование средств наглядности и технических средств. Третий критерий – это соответствие требованиям оформления письменной речи, постановка цели, планирование, сценарий защиты, соблюдение регламента защиты и степень воздействия на аудиторию. Следующий критерий – это сформированность коммуникативных действий, который состоит из следующих компонентов: четкость, точность, умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения, умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. При оформлении печатного варианта ребенок после титульного листа представляет паспорт проекта, в котором указывает название проекта, руководитель проекта, автор, учебная дисциплина, тип проекта, цель работы, задача работы, вопрос проекта и краткое содержание проекта. Значит, еще раз вспомним этапы работы над проектом. И здесь несколько слов хотелось сказать по этапу планирования проектной работы и сбору необходимой информации, потому что именно как раз на данных этапах большую роль, большую помощь оказывает учитель. В работе над проектом учитель выполняет роль консультанта. Он помогает ученику в поиске нужных источников информации. Он и сам является источником информации. Он координирует весь процесс. И при планировании проектной работы здесь нужно составить план работы, разработать этапы работы над проектом. Поэтому для этого ученику нужно ответить на несколько вопросов. При обсуждении, при личной беседе, когда уже в принципе поставлена цель, сформулирована тема, так, что же я знаю по теме моего проекта и что еще необходимо знать? Потребуется ли мне посещать какие-либо библиотеки или посещать какие-либо сайты в интернете для сбора необходимой информации? Потребуется ли мне брать интервью? Потребуется ли мне проделать собственные опыты, эксперименты, проводить опросы, обсчитывать и анализировать их результаты? Каким я хочу сделать проектный продукт? Что же я умею и чему еще придется научиться, чтобы найти информацию и чтобы создать проектный продукт? Следующий момент, над которым также нужно будет обсудить с учителем, учитель обсуждает с ребенком, это сбор материалов информации, так как, конечно же, большую часть информации ребенок ищет в интернете, но сегодня в интернете можно найти любую информацию, но однако возникла другая проблема – это ее достоверность. Поэтому здесь, наверное, нужно дать совет ученику. Когда ты находишь какие-либо сведения, старайся их проверять. Для этого сравнивай мнения различных авторов, уточняй источники информации, по возможности консультируйся со специалистами. Кроме того, информация бывает важная и второстепенная. Выбирай только то, что имеет прямое отношение к твоей работе. Обязательно обсуждай все, что ты нашел с руководителем своего проекта. Когда ты обнаруживаешь информацию, которая увлекает тебя, реши, насколько это полезно для твоей работы. Но если, например,
полезно, вернее, вот с учениками 9 классов, наверное, на начальном этапе, то есть в сентябре, в октябре месяце, провести, возможно, классный час для того, чтобы детям рассказать об индивидуальном итоговом проекте, рассказать об этапах, что для этого требуется, чтобы они, хотя бы какое-то небольшое представление имели. На защите в нашей школе как бы ребенок может пройти и предзащиту, где ребенок рассказывает, знакомит комиссию, какую он выбрал тему урока, какая была проблема, поставлена цель, какие задачи поставлены. Если как бы есть какие-то неточности, то комиссия может посоветовать, чтобы что-то уже можно откорректировать, что-то нужно исправить. Ну и затем уже как бы защита. На защите учащийся представляет свою работу в печатном и электронном виде, показывает свой конечный продукт. Защита происходит публично. Для защиты установлен регламент. Слушатели и жюри задают в конце выступления ученика вопросы. Соблюдение регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков обучающихся. Поэтому он свое выступление, конечно, должен четко продумать. Завершение. Как бы эта работа, конечно, действительно очень интересная как для самого учителя, так и для ученика. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я заместитель директора по учебной работе школы номер 16 города Сыктывкара. И я расскажу вам о том, как проходит управление подготовкой и защитой проектов учащихся 9 классов. Но для того, чтобы запустить индивидуальный проект, и он принес весомый какой-то значимый для учащихся и для родителей результат, необходимо, на наш взгляд, сначала провести встречу администрации с учащимися в рамках классного часа, как предыдущие коллеги говорили, но и уделить внимание родителям, либо законным представителям в рамках родительского собрания, чтобы объяснить родителям тоже цели, задачи и необходимость создания вот этих индивидуальных проектов. Потому что, как правило, ни родители не знают, и дети слабо знают, что нужно получить в результате. Для того, чтобы заработала работа по индивидуальному проекту, у нас по школе издается приказ об организации подготовки учащимися 9 классов индивидуальных проектов. В этом приказе отражается ознакомление учащихся с демоверсией индивидуального проекта, поскольку ребенок должен хотя бы увидеть некоторый аналог, что необходимо будет ему сделать, и представлять, что должно быть в конце этого продукта. Также необходимо определить учителям темы проектов. Мы предлагаем учащимся порядка 10 тем, которые учителя предлагают для индивидуального проекта. Но если ребенок нашел себе какой-то интересную тему, какой-то интересный вопрос, это всегда приветствуется, и в перечень тем мы тоже включаем задание, которое вот ребенок для себя выбрал. То есть он осознал, он понял, что это ему интересно, естественно, он будет развиваться в этом направлении более продуктивно. Также необходимо определить критерии оценки, потому что ребенок, он должен получить какой-то результат, не только вещественный, допустим, но и какую-то оценку, отметку. Это для них значимо, и поэтому критерии они должны понимать.
То есть, если он сделает это, то он получит это, если он сделает то он получит другое. Также необходимо подготовить оценочный лист. Я его позже покажу. То есть в этом оценочном листе учителя, члены комиссии выставляют свое мнение о том, как выступил ребенок, что он сделал, какие усилия приложил, сам ли работал, либо с помощью. То есть это все отражается вот в этом оценочном листе. Руководство проектной деятельностью. Значит, вот мы запустили индивидуальный проект. Родители знают, учащиеся знают, темы определены, оценочный лист определен. Далее издается приказ об организации управления проектной деятельностью, где определяются консультации, то есть их время, день недели, поэтапное оформление презентации, потому что не всем учащимся сразу удается оформить всю презентацию в полном объеме. Поэтому, на наш взгляд, рационально это оформлять поэтапно. Что-то корректировать, что-то изменять, что-то убирать, что-то добавлять. И вот на уровне вот этого поэтапного оформления презентации сразу возникает вопрос о проведении предзащиты проекта. Не все учащиеся, к сожалению, хорошо владеют своими лекторскими возможностями. И, естественно, хотелось бы увидеть этот проект во всем блеске. Поэтому предзащита, элементы, что будут рассказывать учащиеся в завершении проекта, мы тоже отслеживаем, что там должно быть, как дети должны на это реагировать, чтобы они не боялись, потому что имеет такое место в нашей школе, что дети боятся выступать перед аудиторией. Мы над этим вопросом работаем. И так далее, определяется дальше. И непосредственно сама защита проекта. Защита проекта тоже сопровождается приказом. В этом приказе мы, естественно, оговариваем время и место проведения защиты, чтобы и учащиеся, и учителя знали. Аудитория и приглашенные общественные наблюдатели. Что это значит? То есть, естественно, мы определяем место, где проходит, аудиторию, соответственно, готовим, и уже приходят на эту презентацию, на защиту индивидуального проекта общественные наблюдатели. Как правило, это либо учителя, которые работают с этими детьми, классный руководитель может подойти, и приходят и родители посмотреть, как их ребенок выполнил проект, как он защитил. Это очень отрадно. И также в этом приказе проводится работа по формированию предметных комиссий. То есть у нас несколько предметных комиссий, их 6, они по направлениям. В каждой комиссии есть председатель и члены комиссии. В зависимости от размера методического объединения от 3 до 6 человек входят вот в эту комиссию. После того, как защита проведена в нужное время, в нужном месте, итоги защиты индивидуального проекта. Это уже итоговая работа администрации по изданию приказа. Экспертные листы заполняются всеми членами комиссии с подписями и даются рекомендации, если это необходимо. Само проведение описывается само проведение проекта, какие достатки, какие недостатки были для дальнейшей работы. Включаем уже в свою работу, что лучшие работы мы показываем на родительских собраниях, либо показываем учащимся других классов вот именно презентацию, но только лучших проектов. Пока стараемся так. Их где-то порядка 4-5, но это самые лучшие работы, которые были. Где у нас... Назад? Давайте назад. В проектном листе есть несколько результатов, которые учителя, члены комиссии выделяют по всем возможным направлениям. Естественно, может быть, это немножко и является субъективным, поэтому к оцениванию проектов мы приглашаем также и учащихся. Они достаточно смело могут корректировать, могут высказывать свои мнения по поводу того, как учащийся выступил, значимая, незначимая эта тема. И, естественно, члены комиссии тоже прислушиваются к этой версии
учащихся. Это очень значимо, поскольку в данном случае дискуссия появляется, и достаточно корректно учащиеся высказывают свое мнение. Кто-то очень доволен, есть буквально многие дети, которые прям хлопают от того, что вот им настолько понравилась эта презентация. Вот вы видите лист оценки проектной деятельности. Здесь есть регулятивные УУД, видите, да, их всего 6. Но это потом останется. И показатели. Он высокий, средний, либо низкий. Ну и кто оценивает, кто принимает участие в оценке, здесь тоже в последний столбик записано. Познавательные УУД, тоже видите, их 3. Видите, да? И следующее это у нас будет коммуникативные умения, то, о чем я говорил, насколько учащиеся свободно владеют речью своей, могут презентовать. Все здесь тоже также указывается, их 3. Ну и личностный пока мы выделили только 1. В итоге у нас получается всего 13 пунктов, по которым проходит оценка. И для того, чтобы выяснить, какой же все-таки балл, ну, то есть отлично, хорошо или удовлетворительно, либо недостойно этого, получился итоговый балл. Если высокий уровень у ребенка, то каждый высокий уровень по этим критериям умножается на 3 балла, видите, да? Средний на 2 балла, а низкий на 1. После этого общая сумма суммируется, и вот вам, пожалуйста, условия получения отметки. Рекомендации комиссии могут быть записаны, если таковые есть. Ну и подписи членов комиссии тоже участвуют обязательно здесь, поскольку это серьезная работа такого исследовательского характера. И каждый член комиссии ставит свою подпись, что да, действительно, он согласен. Ну, в общем и целом, могу сказать, что по математике выбирают не столь много на защиту индивидуальных проектов. В нашей школе почему-то больше берут химию, биологию, для того, чтобы информатику, для того, чтобы вот защитить этот индивидуальный проект. Ну, может быть, это связано с тем, что направление у школы именно по химии и по биологии. В основном берут там. И передаю слово коллеге Анне Александровне. Она расскажет вам о том, как она сама работает со своим проектом, со своими детьми. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Шундукова Анна Александровна. Я учитель математики МАУ СОШ номер 16. Я хочу с вами поделиться своим опытом при работе с индивидуальным проектом. И хочу отметить, что это мой самый первый опыт. С чего начать работу по организации проектно-исследовательской деятельности школьников? Работу по организации проектно-исследовательской деятельности я начала с того, что подобрала темы, исходя из интересов учащихся, а самое главное, чтобы темы были полезны при подготовке к ОГЭ. Как происходил выбор темы? Сначала учащиеся знакомятся с предложенными мною темами. Каждый ученик вправе выбрать свою тему. По выбранной добровольной теме дети собирают информацию. На данном этапе они учатся ставить цели, задачи, выдвигать гипотезы, работать с различными источниками информации, обрабатывать собранные материалы. Как же происходил процесс создания индивидуального проекта? В процессе работы над темами учащиеся готовят мини-доклады, оформляют стенды, выставки своих работ. Они используют различные источники, книги, энциклопедии, справочники, телепередачи, обучающие видеоролики и многие другие. Я, как учитель, выступаю в роли консультанта, корректора источника знаний. Какие же трудности возникли на этапе создания? В 9 классе учащимся предстоит сдать экзамены. У них не хватает времени. Постоянные консультации, репетиторы. Приходится выходить из положения следующим образом: назначать консультацию. Каждый четверг мы с ребятами встречались на консультации, где обсуждали их проекты, преодолевали совместно трудности, разрабатывали планы работы, обговаривали, что им необходимо выполнить к следующей консультации, а также постоянно я их консультировала на протяжении всей недели. При выполнении проекта учащиеся работали индивидуально. Проблемы, с которой столкнулись учащиеся: информации очень много, и перед учащими стоит задача структурировать данные в виде таблиц, схем, кластеров. Для них вся информация кажется главной, и работа с текстом дается крайне тяжело. Оформление презентации по требованию и текст выступления с первого раза не удавалось сделать, так как они пытались пересказать свой проект, выставляли в презентации большое количество текста.
За 2 дня до официальной защиты была проведена предзащита, чтобы учащиеся прониклись атмосферой и чувствовали себя комфортно во время выступления. И действительно, учащиеся хорошо выступили, ответили на все вопросы, четко, грамотно, держались уверенно, видно, что владеют информацией по выбранной теме. На самой защите мы столкнулись с самой главной проблемой. Так как у учащихся нет опыта публичных выступлений, появляется робость, неуверенность в себе, замкнутость. В самом начале выступления это очень сильно заметно, но учащиеся молодцы, не растерялись, выступили достойно. Моими учениками были выполнены проекты по следующим темам. Способы решения квадратных уравнений – это все способы, не рассмотренные в рамках учебника. Результат, да, продукт, который мы получили, оформлен был стенд, посвященный различным способам решения квадратных уравнений и выступление перед учащимися 8 класса. Вторая тема была, которая раскрыта, решение простейших геометрических задач с помощью языка программирования Pascal. В результате была написана программа на языке программирования Pascal, где учащийся демонстрировал результат своей работы. Также у моей коллеги учащиеся представили проект «Кристаллы. Природные многогранники». С использованием медного купороса был получен кристалл по выбранной учащейся технологии. Здесь потребовали знания из других областей физики и химии. Результат заключался в том, что была организована выставка многогранников, которую выполнила учащиеся. Индивидуальный проект – это очень тяжелая работа, так как требуется много времени и учащегося, и учителя. Необходим творческий подход, тяга к совершенствованию, ну и, конечно же, терпение. Закончить хочется высказыванием Сухомлинского. Передо мною открылась удивительно богатая, неисчерпаемая по красоте грань педагогического мастерства, умение учить детей думать. У меня все. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Русанова Мария Анатольевна, учитель математики, физика математического лицея-интерната. Продолжая разговор о педагогическом сопровождении исследовательской проектной деятельности учащихся, буду опираться на собственный опыт. Предыдущие выступающие очень полно осветили тему проектов и проектной деятельности в целом, и были рассмотрены и этапы подготовки проекта, и виды проектов, и формы представления проектов. И продолжая их разговор, хочу отметить только пару слов буквально, что значит для меня педагогическое сопровождение проектной деятельности учащихся. Для меня это прежде всего не составление каких-то графиков, выполнение этапов и контроль над этим, а это прежде всего смотивировать и заинтересовать учащихся в данной работе и поддерживать эту мотивацию и интерес на протяжении всей работы. Ну а каким способом это достигается, здесь у каждого, наверное, свои секреты. Я своей педагогической деятельностью, проектной деятельностью я занимаюсь уже очень давно, более 10 лет, это примерно 2007-2008 год, и за это время было разработано более 50 проектов учащимися.
На слайде вы видите виды проектов, о которых уже отмечалось. Это практикоориентированный, исследовательский, информационный, творческий. Но это, наверное, даже еще не все. Я бы добавила бы еще сейчас инновационные проекты. И я остановлюсь немножечко на своих проектах, которые мы с ребятами разрабатываем. Их очень много, на нескольких слайдах, поэтому я только некоторые буду комментировать. Лучше всего, прежде всего, начинать работу над проектами. Это, на мой взгляд, над социальными проектами или же творческими проектами. Вот, например, у меня было 5 таких проектов. Почему это легче? Потому что здесь различные формы представления могут быть, в отличие от других проектов. Далее, инновационный проект, над которым мы сейчас с ребятами работаем, это бизнес-план создания коворкинг-центра. Исследовательские проекты и проектные исследования. Это тоже эти два понятия следует различать. Исследовательские проекты, в основе лежит исследование, и выход может быть в проект. Проектное исследование – это, наоборот, в основе лежит проект, который сопровождается, когда участник проекта с работы сталкивается с какой-то проблемой, проходит какое-то исследование. Так, информационные проекты. Информационные проекты с элементами исследования. Практикоориентированные проекты. Наиболее интересны для детей это, конечно, практикоориентированные проекты, которые имеют продуктом какую-либо модель, либо какой-то реальный продукт, который можно показать, взять в руки. Начиналась проектная деятельность, то есть у меня проекты разрабатывают учащиеся разных возрастов. Самый младший участник это был 6-классница, которая работала над проектом «Миром правят числа». Продуктом являлся портрет, собственно, этой ученицы, который был создан на основе нумерологии, исследования черт характера, на основе анализа чисел, даты рождения и так далее. Выбор, профессия, успех. Это, наверное, самый значимый, самый мощный. Он заключался в том, что ученица разработала макет лицея, так как я работала в технологическом лицее. Технологический лицей – это маленькое здание, не приспособленное под учебу, помещение детского сада. И родилась идея разработать такое новое здание, то есть макет. Ею был разработан макет, который был создан из бумаги, из картона. И к тому же еще ниже вы видите в программе 3D Max была разработана в программе, это же модель. Продолжением того проекта явился у той же ученицы еще один практикоориентированный проект. Это путешествие в стереометрию с использованием 3D-технологий. Здесь ее заинтересовала эта работа со стереометрическими фигурами, с изучением. И так как ученица уже училась в 11 классе, то есть ее заинтересовал вопрос, а не помогут ли эти информационные технологии, инновационные технологии в решении задачи при подготовке к ЕГЭ. Кстати, впоследствии эта ученица поступила и уже заканчивает архитектурное отделение. То есть проект стал таким трамплином, что ли, в ее профессиональной деятельности. Роль фрактальной геометрии, физики и информатики. Здесь продуктом явилась в программе, то есть мальчик создал сам свой фрактал, изучив всю теорию фракталов. Ему было интересно, как в программе можно самому создать фрактал. Этот ребенок тоже связал свою жизнь с информационными технологиями. Практикоориентированный проект «Симметрия в кристаллах». Здесь уже упоминали, что тоже такой проект в 16-й школе разрабатывался. Кубик Рубика и способы его сборки. Продуктом явилась собственный алгоритм сборки кубика Рубика.
То есть ребенок, изучив все алгоритмы, которые существуют, попробовав их, проанализировав, какой алгоритм лучше, выгоднее, разработал свой алгоритм сборки кубика. Кузнечное дело и математика. Это тоже практикоориентированный проект. Началось все с того, что, разговарившись с ребенком, я поняла, что у него такое самое большое хобби в жизни – это кузнечное дело. То есть, ребенок любит сам создавать свои какие-то изделия из металла. Он создал, вот здесь вот на слайде можно посмотреть, он создал сам свою мастерскую, такую импровизированную, которая вот, в общем-то, не похожа на первый взгляд на мастерскую, но ему хватило это того, чтобы создать вот такую розу и нож и розу. Значит, и здесь в этом проекте он описал алгоритмы выполнения этих продуктов. Математические методы, применяемые в дизайне рекламы. Это информационный проект, так как здесь продуктом служила лишь только обзор информации, то есть, конечно, это тоже можно сказать с элементами исследования. Ребенок собрал, проанализировал множество информации, где может применяться математика, каким образом математика может применяться в рекламе. Спорт и математика. Информационно-исследовательский проект. Были проведены расчеты продуктом. Явилось, вот здесь на слайде можно увидеть расчеты сравнительно, то есть какие математические методы, то есть какими расчеты, какие лучше использовались. Эффективность, одним словом, как бы два ребенка соревновались, и с помощью этих методов расчетов показалось, кто из них более лучший спортсмен. Фракталы – новый шаг к познанию окружающего мира. Это информационный проект. Здесь тоже была собрана очень интересная информация из понятий фрактала. Геометрия галактик. Информационный проект уже с элементами исследования. Рисовать значит обманывать. Так назывался информационный проект, который изучал невозможные фигуры. Это был проект, все-таки, значит, так как закончился он конструированием таких фигур. То есть вот на слайде можно даже увидеть, что на первый взгляд кажется, что это цельные фигуры, на самом деле невозможно этого представить. Так, теорема Ферма и теорема Пифагора и точки их соприкосновения. Проект разрабатывался 2 года, в течение 2 лет. Начали изучать его, разрабатывать в 7 классе. То есть это был тоже очень интересный проект. Ребенок сам вышел с инициативой ко мне, причем он не сказал, что это будет проект, он просто сказал, что ему очень интересно. Теорему Пифагора мы изучаем в 8 классе, но он любил читать очень. Теорема Ферма вообще изучается по программе в 10 классе. Но он заметил, что что-то есть сходство какое-то. Таким образом я поддержала вот этот вот интерес и сказала, что, может быть, стоит разработать это в качестве проекта, проанализировать и найти действительно точки соприкосновения. Либо ему только так кажется, что похожи теорема Пифагора и теорема Ферма, или действительно в них очень много общего. Они, к тому же, еще и из разных областей взяты: алгебры, вернее, матанализа и геометрии. Так, несколько проектов, которые с национальным компонентом. Для меня это тоже очень важно, очень значимо. Золотое сечение в коми-литературе. Комбинаторика в литературе. Здесь вроде немножечко похожи проекты, но, значит, в первом проекте анализировались стихи Куратова, и делался вывод, насколько прослеживается в его поэзии золотое сечение. В проекте «Комбинаторика в литературе» изучалась теория графов, и накладывалась эта теория графов на стихосложение. Как бы здесь вот трамплином и поводом, что ли,
разработке этого проекта служила такая информация, что известный математик Колмогоров, мы узнали, что он в ВУЗе преподавал такую дисциплину, как стихосложение. Поэтому возникла идея, что, наверное, действительно роль математики здесь тоже очень велика. Исследовательский проект «Геометрия в комбинациональном орнаменте». Здесь интересная форма представления проекта была, как бы кроме сопровождения, словесного сопровождения и в форме презентации было организовано дефиле. Значит, мальчики презентовали этот проект, а девочки устроили дефиле в костюмах национальных, и по которым мальчики комментировали, какой национальный орнамент, что он означает и какие фигуры геометрические там используются и смысл их. Учебно-исследовательская работа «Гармония танца через призму геометрии». Такие проекты, это лишь несколько проектов, которые я решила прокомментировать. Вообще на предыдущих слайдах вы можете посмотреть более полный список тем и классификацию этих проектов. Мария Анатольевна, спасибо большое, что поделились с нами, показали столько замечательного материала. Я думаю, что нужно нам поблагодарить всех сегодня учителей, практиков, которые подошли и поделились своим опытом, потому что я лично в восторге, все очень замечательно. Я думаю, всем будет полезен данный материал. Хотелось бы завершить значением проектной деятельности, которая представлена на слайде. Что если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным, он сумеет спланировать собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с разными людьми, быть творческим, а такие люди как раз нашему обществу очень нужны. Спасибо всем за внимание, ждем вас всех в апреле на следующем заседании.